Здравствуйте! В эфире интервью дня. Указом президента Российской Федерации 2022 год посвящен Году культурного наследия народов России. В связи с этим, а также и с коронавирусными послаблениями, 2022 год в Туве начался насыщенно, а именно с постановок различных концертов и опер. В целях популяризации народного искусства Тувинская государственная филармония и Национальный музыкально-драматический театр имени Виктора Кугола при поддержке Министерства культуры Республики Тыва приготовил по праву историческую, премьерную и масштабную постановку фолк-рок-оперы «Кайгал». О предстоящей премьере нам расскажут наши гости. Художественный руководитель Тувинской государственной филармонии имени Халилова Буян Мадыр Тюлюш и директор Национального музыкально-драматического театра Начин Шалык. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, Буян Мадыр, к вам. Да. Расскажите, в чем уникальность вашей постановки? Что она из себя представляет? Какова ее предыстория? Если вкратце говорить, начнем, наверное, немножко с истории, то были предпосылки еще в 40-х годах у нас, насколько у нас зрители знают, были очень много приезжих во время войны, да, очень много приезжих известных, которые, в принципе, поставили основу профессионального искусства Тувы. Там перечислять очень много этих известных имен. И тогда уже были первые предпосылки создать национальный оркестр, создать первые такие музыкальные спектакли, может, даже детская была опера. Потом в дальнейшем, к концу 69-го года, в 70-е годы, нашего известного композитора Ростислава Докуровича Кендембиля, у которого нынче столетие, у него есть опера «Чечени Белекма», которая тоже была тогда попытки поставить, и даже она как в каком-то виде была поставлена. В дальнейшем, в 80-е годы, Владимира Собчаковича Тока, рок-опера, ее должность жена лесника, к сожалению, не была поставлена. Дальше идем. В 2004 году по заказу председателя правительства тогда Тувы Шергола Дзиковича Оржака была создана профессиональная, полноценная, академическая, профессиональная опера МГА-ЛГА, но она, к сожалению, тоже в 2007 году не получилась. И вот нынче есть шанс создать именно вот такую постановку. То есть предыстория такая, что вот у автора либретто Эдуарда Паировича Меджита была такая идея. Он создал поэму «Кайгалдың рылары», песни Кайгалов, да. И вот в этой поэме, по его задумке, любой национальный коллектив, допустим, к примеру, ансамбль Тыва, сели и как раньше сказители исполняли, да, 2-3 дня подряд. Вот целую поэму могли исполнить один фольклорный коллектив. У него была такая идея создать фольклорную, тувинскую фольклорную оперу, которую мог исполнить небольшой коллектив. 4-5 музыкантов именно тувинским национальным инструментом, с горловым исполнением и так далее. И вот эта идея росла, и в течение 10 лет она переросла, там уже подключилась идея, что о создании полноценного музыкального спектакля, потом уже подключился рок, потом подключился уже симфонический оркестр. И нынче мы имеем такой продукт, который называется фольк-рок-опера, то есть это и фольклор, то есть народное пение, горловое пение, это и рок, рок-музыкант у нас играет, и симфонический оркестр, то есть и академизм присутствует, и народная музыка фольклору, да, и рок-музыка, то есть это некий синтез. Как по жанру, это новый жанр получается. Начин, а не могли бы вы кратко поделиться именно, в чем состоит в предыдущем фолк-рок-опере, в чем состоит ваша роль, именно какова задача какова ваша задача, да, в этом? Ну, когда Эрбинович пришел с предложением, мы с главным режиссером, это Сайдаш Бекзевич Монгуш, очень воодушевленно приняли это предложение и начали работать. То есть мы давно знали, и автор, и композитор данного спектакля оперы. И началась работа. То есть мы все, как один человек, да, начали. Потому что это к столетию ТНР мы хотели отметить вот этот юбилей большой вот этой постановкой. А потом музыкальная опера в Тувинском театре мы, да, драматические актеры, как не ставили. Это для нас сверхзадача. То есть сейчас наши актеры в основном поющие, и сейчас они репетируют очень плотно, без отдыха, без выходных. То есть это для нас какая-то высота, да, немыслимая такая большая высота, которую мы должны достичь творчески. Как-то так.
На чем вы основывались, когда вот создавали вот эту фолк-рок-оперу касательно сюжета именно? Вот слово «кайгал» почему очень важную роль играет? Насчет сюжета скажу. Еще раз повторюсь, это все основано на поэме самого Эдуарда Борисовича Меджита. Поэма называется «Кайгалдың ырылары», это песни кайгалов. Основано, в общем, вкратце сюжет такой. Вот у нас в современном, как говорится, понимании слово «кайгал» это те люди, которые воруют скот там, друг у друга, там, у соседей, там, у бедных последний скот там, приворовывают. Нет, на самом деле слово «кайгал» это очень много имен вот у нас, у взрослых, да, вот, знаменитых Кайгал. Его не назвали в честь того, кто ворует. Там. Это назвали именно «кайгал». И в то время, вот, на протяжении последних 3-4 веков, когда шла прямо кровопролитная такая борьба именно за освобождение, за национальную независимость от маньчжурского ига, да. Вот мы знаем, вот, допустим, в истории вот Алдан Мадырлар, да, а вот очень многие историки знают, что в течение предыдущих веков постоянно были уимены, как говорится, восстания, да. Это постоянно была борьба за независимость. Этот кожун, тот кожун, эти аймаки, тот род поднялся, и они постоянно боролись за свою независимость. И вот этим словом мы хотим подчеркнуть, именно вернуть доброе имя кайгалов, которые, собственно, в 1912 году, когда Кабдинское сражение было, да, вот те люди, которые вот монголы не могли несколько месяцев взять эту крепость, да, неприступно, это оплот Западной Монголии. Когда, собственно, уренхайцы, тувинцы пришли в эту местность, и в течение нескольких дней они помогли монголам победить и разрушить эту крепость. То есть, собственно, вот эти ребята, которые Эрес, Кайгал, Экер, Эрлер, то есть, это вот это собирательный образ, понимаете, это у нас не в сказках только говорится Мадырлар, да, там Мадырлар, герой. А так в простонародье всегда вот таких людей, которые вот за народ что-то могут сделать. Вот нынче даже вот те, которые, ну, героизм проявляют, просто Кайгал и Резерлер, такие называются. Ну, я, наверное, добавлю чуть-чуть. Я сказал, столетие ТНР, Кабдинское сражение. Потом в следующем году это 140-летие тех событий, которые происходили в Сутхуле, да, про 60 богатырей. То есть это все события, я думаю, это одного звена, да. Это те люди, у которых обострено чувство справедливости, да. Это люди, которые боролись за свободу. Не только за себя, это за народ. То есть они за справедливость, да. Вот воруют не они, а вот те пришли власти, да. И вот они восстанавливали справедливость. Исторически всегда так и сложилось. Да, и я думаю, вот этот спектакль, это в преддверии празднования 60 богатырей, мне кажется, тоже подходит, да, по идейным соображениям. Впервые с 90-х годов для постановки данной пьесы на сцене Муздрамтеатра открывается оркестровая яма. Вот. Побольше расскажите, пожалуйста, об этом факте. Почему она так долго не открывалась? Ну, когда я пришел в 80-е годы работать в театр, я тогда видел, как симфонический оркестр при театре существовал, работал. Это было, я думаю, это такие 70-е, 80-е годы, это пик Тувинского музыкального театра, когда существовал оркестр симфонический, когда балетная группа была при театре, да, которые они обслуживали спектакли, танцевали. То есть это было очень интересно. Потом 90-е годы, ну, сами знаете, тяжелые времена, и передали симфонический оркестр гостелерадиокомпании, да, ТРК ТВА, и они там существовали. И с тех времен оркестровую яму закрыли. Успешно. Ему впервые за 30 лет? 30 с лишним даже, да, лет мы открываем оркестровую яму. То есть я знаю, сейчас Министерство культуры очень плотно работает с музыкантами, да, разных регионов, приглашают оркестры и так далее. Я думаю, это не только единичный случай вот, на опере. Я думаю, мы будем сейчас постепенно открывать, не постепенно, постоянно открывать оркестровую яму. То есть приглашаем зрителей наших, потому что целое поколение не знает, да, что такое опера, что такое музыкальный спектакль. То есть мы открываем вот, портал, некий портал
музыкальный мир вообще. Да. И призываю всех на премьеру, на спектакле. Посмотрите, что это значит оркестровая яма. Немножко добавлю. Вот по поводу сейчас министерства сказано было, я вот хотел бы сказать, что именно вот при поддержке министра Виктор Сергеевич Чикжит, Сайдана Семеновна Хертек, вот при поддержке именно вот нашего министерства, именно вот руководящих наших лиц, возможно такие проекты, понимаете, вот очень много лет невозможно это было. Я не буду говорить там 10, 20 или 30, да, но теперь это возможно. Мы чувствуем, мы ощущаем поддержку. То есть до Нового года насчет декораций, насчет костюмов сразу финанс. Сколько надо, столько. Все, отправляем, все, костюмы шьются, декорации делаются. Там дальше постановочная работа пошла, какие там финансы. Все, что заложено по смете, все поддерживается. В этом отношении мне очень хотелось бы сказать огромные слова благодарности нашему министерству за такую горячую поддержку. Вот именно филармонии, именно театра, именно вот в таком действительно историческом, не побоюсь этого слова, проекте. Это надо. Да, это качественная поддержка, я бы сказал. Да, раньше, конечно, поддерживали, да, музыкальные коллективы и так далее, и так далее. Но сейчас это новые горизонты. То есть это симфонический оркестр, это другой качественный уровень. Да. И действительно Министерство культуры очень... Они болеют за общую культуру, за население, молодежь и так далее. Какие тувинские произведения будут исполняться симфоническим оркестром вот, в грядущей постановке? Ну, несколькими поделитесь, можно все не называть. Я бы сказал так, что опера – это вообще цельное произведение. То есть, как бы мы не можем там вычленять какой-то там, допустим, арию того-то, или хор этот, или танцевальный, хореографический какой-то номер. Это цельный образ, понимаете. Фольк-рок опера – это цельное, единое музыкальное произведение. Но, естественно, я хотел бы сказать, что это наша основа, народное пение, фольклор будет присутствовать, пение на основе народного пения, то есть и, естественно, то есть я правильно понимаю, что целиком опера, ну, то фолк-рок опера ваша, это авторское произведение цельное, да? Да. Это не просто взятые, нет, да, вот конечно, за основу произведения. Конечно, хорошо, спасибо. Где можно приобрести билеты и существует ли возможности по пушкинской карте это сделать? Да. Честно скажу, театр занимает первое место, да, вообще по пушкинской карте. То есть мы ведем очень большую работу, и можно, да, приобрести по пушкинской карте. Даже был несколько раз случаи, когда за 20 секунд билетов не оставалось, да. То есть это по пушкинской карте. Это буквально секунды, не успевает зрители, да. Поэтому я думаю, наше правительство вообще правительство России очень придумали такой очень хороший ход для развития культуры. И, пожалуйста, по пушкинской карте приглашаем. И это очень трудно, во-первых, там молодежь в основном, да, но мы думаем о старшем поколении тоже, каким образом касса будет работать. Традиционная касса, да. Я немножко от себя добавлю, знаю, что, информация, которой я владею. То есть на тот момент, когда еще рекламы не было, уже было продано на первый день, на 15 больше половины билетов. Да. Сейчас, когда реклама запущена, я думаю, что на первый день уже заканчиваются билеты. Надо быстрее покупать на второй день, на 16-е. Это сарафанное радио, да, представляете. Ну что ж, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости, рассказали немного о своей постановке грядущей. Желаем вам дальнейших успехов, благополучного старта фолк-рок оперы. Ну, я напоминаю, что вы находитесь на телеканале Тува-24. Это было интервью дня. Всего вам доброго.